Извечный образ в новой трактовке. На сцене Камаловского театра идут финальные репетиции спектакля «Дон Жуан» по пьесе Жана Батиста Мольера. К работе над этим произведением режиссер Фарид Бекчентаев приступает не в первый раз. В 2001 году он уже ставил «Дон Жуана» на сцене Казанского ТЮЗа. На этот раз главный герой заговорит по-татарски. Перевод пьесы осуществил актер Камаловского театра Халим Залялов. В главных ролях ведущие артисты Радик Бариев, Искандер Хайруллин и Люция Хамитова. Какой же он Дон Жуан по-камаловски, узнала Ольга Морская. Немножко эту музыку даже, а еще если туда добавишь, вот низкий уберешь. От цвета и музыки до тончайших интонаций актеров. Здесь все под его строгим контролем. Фарид Бекчентаев признается, репетиции проходят сложно. Сложна и сама пьеса, и отношения с ней режиссера. Впервые он прикоснулся к ней, еще будучи студентом. Делал эскиз. Потом в 2001-м поставил на сцене Казанского ТЮЗа. И вот, наконец, работает над Дон Жуаном в стенах родного театра. Отойти от исторических костюмов, быть вне времени и вне пространства. Такова задумка режиссера. Эта пьеса, она все-таки достаточно сложный период была написана самим Мольером. То есть это после закрытия, чуть ли не закрыли театр Мольера с запретом играть пьесу «Тартюф». Пьеса, она немножечко такая эклектичная, потому что действие вроде происходит в Италии, автор вроде французский, персонаж испанский. Да, мы ищем, как сегодня может звучать Дон Жуан. Дерзкий, храбрый, страстный, в то же время по-философски грустный. Таков Дон Жуан в исполнении Радика Бариева. Такому готова отдать свое сердце и светская дама, и простая крестьянка. Дон Жуан Мольера – один из самых глубоких образов из всех существующих, говорит актер. Мы по кинематографу, да, там по американскому. Дон Жуан, да, это совратитель, он приходит, там всех это ходит, совращает. Там. Ну, такой ловелас такой. А в пьеса вообще не об этом. Там есть и боль, там есть и сатира. Мы понимали, что это сложнейшая пьеса, что это не просто комедия. Не переодевшись, в дорожном костюме явилась. 3 разных костюма для каждой раз разной главной героини Дони Эльвиры. Одна из бывших жен Дон Жуана, которую он долго добивался и даже похитил из монастыря, но после все равно бросил, как и остальных. По словам Люции Хамитовой, ее роль таит для зрителей немало сюрпризов. Здесь мы пытались, с помощью режиссера, рисунок такой неоднозначный, то есть сложный. И, естественно, 2 выхода Дони Эльвиры – это совершенно разные выходы. Репетиции Дон Жуана начались еще в прошлом сезоне и уже выходят на финишную прямую. Премьерные спектакли в Камаловском театре состоятся 5, 6 и 19 февраля. Ольга Морская, Айрат Мухамедзянов, столица.